Здравствуйте, на телеканале БСТ время подводить итоги недели. В студии Анастасия Ильчебаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. По телефону еще их разговаривать. То ли транспорт, то ли пешеход, самокаты заполонили тротуары и дороги. Я вот за эту неделю, наверное, уже самокатов 20 не сбил. Они просто едут по проезжей части. Как новое развлечение становится проблемой. Из-за самокатчиков взялись инспекторы и врачи. В больницу уже стали поступать первые пострадавшие. Я ехала, просто не заметила, как я слишком близко подъехала к бордюру и упала на колено на тротуар. Количество ВИЧ-положительных будет расти, предупреждает ВОЗ. Виной тому спад диагностики. Человек будет не подозревать, может заражать окружающих, заражать своих партнеров половых. И при этом чувствовать себя абсолютно комфортно. Как убивает вирус иммунодефицита и можно ли жить обычной жизнью после фразы «У вас ВИЧ». Мир рухнул. Провожал девушку и попал в больницу. Сын депутата сбил 17-летнего подростка. Врачи борются за его жизнь. У него были мечты. Он не был избалованным, он был очень хорошим мальчиком. Пострадавший в коме, виновник на скамье подсудимых, отец гонщика обещает поставить подростка на ноги. Что вот скажите, что я могу еще сделать? Я все готов сделать. Велорекорд. На день 1000 велосипедистов собралось в 22 раза больше участников, чем указано в названии мероприятия. Давно ждали этого дня, настроились, даже в 6 утра встали. Эльфы, пираты и национальные костюмы. Как выделиться из толпы? Годовщина свадьбы, день рождения, праздники отмечали на велопрогулке. Решили в таком виде. В том году не вышло, не состоялось мероприятие, поэтому решили сейчас. В Уфе решили обуздать двухколесный транспорт. Гонщики на самокатах становятся все большей проблемой. Арендовать такой транспорт легко, разрешения не нужны. Самокатчикам специальные правила не предусмотрены, и потому каждый ездит как и где ему удобно. Да и разбросаны они хаотично по городу. Если кому-то такой прокат по душе, другим проблема. На этой неделе сотрудники ГИБДД объявили охоту за нарушителями. С подробностями Айгуль Хатыпова. Какие правила? У самокатчиков нет правил, у них такие же правила, как у велосипедистов. На дороге закон не писан, летят на красный свет, маневрируют в толпе и среди машин, проносятся по зебре, не снижая скорости. По действующим правилам, те, кто ездит на самокатах и моноколесах, тоже пешеходы. Значит, им можно и на тротуар, и в парк. На дорогу, правда, нельзя, но кто ж их остановит? По телефону еще их разговаривать. Че, как, нормально, ребят? Нарушаем, да? Нарушаем? У водителя есть защита, подушки безопасности, корпус транспортного средства. У самокатчиков же в большинстве случаев нет даже шлема на голове, как и зеркал, а без них двигаться по оживленной трассе все равно, что с закрытыми глазами. Но даже самая обычная поездка может обернуться долгой реабилитацией. Я ехала, просто не заметила, как я еду в бордюр. Слишком близко подъехала к бордюру и упала на колено на тротуар. Произошел перелом межмыщелкового возвышения коленного сустава. Это внутри коленного сустава структура. На данный момент она прооперирована артроскопически. Произведено остеосинтез межмыщелкового сочленения винтами. Самокат на дороге – это для многих автомобилистов вообще форс-мажор. Я вот за эту неделю, наверное, уже самокатов 20 не сбил. Они просто едут по проезжей части. Выскакивают, внезапно едут по дороге, допустим, с потоком машин. Он маленький, он, в потоке теряется. Его тяжело заметить, в общем. Создает аварийную ситуацию постоянно. В республике с начала года произошло уже 8 аварий с электросамокатами. Инспекторы ГИБДД объявили охоту за двухколесными нарушителями. Одна из проблем, которая усугубляет ситуацию с электросамокатами, их легко можно арендовать. На территории Уфы имеется множество пунктов проката, аренда в которых осуществляется через различные приложения и без каких-либо документов. При этом пользоваться арендованными самокатами может любой человек, даже ребенок, который не понимает, как нужно ездить по дорогам, не знает правил дорожного движения. И первые правонарушители уже заплатили свой штраф. Внезапный выезд электросамокатчиков на дорогу или движение по проезжей части стоит 500 рублей. Вот только вместо того, чтобы признать нарушение и следовать правилам, некоторые предпочитают обернуть все в шутку. Но больше так не буду делать. Больше я не буду попадаться. Я убегу в следующий раз. Еще одна проблема самокатов – стихийная парковка. Одна из причин такого беспорядка – самокаты стали бесконтрольными. Сейчас двухколесное транспортное средство можно
можно арендовать в любой точке города. А главное, что многие мнут себя автомобилистами, без страха вклиниваясь в дорожный поток. Взяться за руль скоростного самоката сегодня может каждый, были бы деньги. И в этом, пожалуй, кроется самая главная опасность. Например, вчера водителя лишили прав за вождение в нетрезвом виде, а уже сегодня он пересядет на такой вот аппарат. А ведь на этих двух колесах можно развить немаленькую скорость. И пока такой транспорт никак не регламентируется, он может представлять опасность как для пешеходов, так и для автолюбителей. Айгуль Хатыпова, Булат Садреев. Итоги недели. В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 450-летию столицы Башкортостана. Уфа – один из крупнейших городов России. Это развитый центр, имеющий огромное значение в экономической, научной и культурной сферах, отметил на заседании заместитель председателя правительства России Алексей Аверчук. В совещании принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров. Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия основания города Уфы. Ради Хабиров выразил благодарность от имени всех жителей республики за принятое решение и поддержку в этой работе. Глава региона отметил, что администрация столицы разработала обширную программу, которая включает в себя развитие придомовых территорий, парков, скверов, дорожной инфраструктуры, а также строительство и модернизацию ряда культурных и спортивных объектов. Новые спортивные объекты, которые мы уже отпроектировали, которые мы тоже хотим подвести к 2024 году, вернее, мы готовим его к празднику. Это спортивный объект Большой дворец волейбола, это дворец борьбы. По нему тоже здесь ситуация сложнее. В принципе, мы все отпроектировали, скоро даже начнем строить, но денег пока федеральных здесь не предусмотрено. Вот поэтому просили нашего председателя комитета помочь нам в этом вопросе. Госцирк. Наши дети вынуждены ездить в другие регионы, потому что наш госцирк уже почти 6 лет стоит закрытым. Безобразие полное. Сейчас мы уже отпроектировали все изменения и очень надеемся, что госцирк мы все-таки... Не надеемся, а уверен, что в 2024 году мы его должны сделать. Госцирк, театр кукол, русский драм, депозитарий археологический и Октябрьская революция. Вот объекты, которые мы предложили. Третий блок – это дороги. Это проспект Салавата Юлаева, это мост через Интернациональную и так далее. Здесь вот нам предложили поискать альтернативные способы решения этого вопроса. То есть сейчас существуют финансовые инструменты, как инфраструктурные облигации, инфраструктурные кредиты, которые тоже нас, в принципе, устраивают. Изменений в столице ждут и инвалиды-колясочники. Столичная инфраструктура хоть и меняется, чтобы стать более доступной для маломобильных граждан, тем не менее этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Результаты печальные. На неделе уфимка Регина Сафронова получила тяжелые травмы, пытаясь спуститься в подземный переход вместе с сыном-инвалидом. На пандусе уклоном почти в 45 градусов тяжелое кресло вместе с ребенком и его мамой упали на гранитные плиты. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Азат Садреев узнал о их состоянии и выяснил, для кого еще Уфа остается недоступной средой. Коляску вот так вот, получается, я удерживала, и в итоге он назад упал, и я на него вперед. Попытка спуститься в подземный переход на остановке Аграрный университет едва не закончилась трагедией для Регины Сафроновой и ее сына Эльдара. К недоступной среде для колясочников женщина уже привыкла. Говорит, это касается транспорта, посещения магазинов и некоторых соцобъектов. А теперь список пополнился и пандусами в подземных переходах. На крутом уклоне она не удержала мальчиком весом в 30 килограммов и тяжелое кресло, в котором он сидел. Травмы ребенок не получил. Здесь был рюкзачок у него, его детский. Он на него, на ступеньки он упал, получается, головой, но приземлился на этот рюкзак. А я сверху на него, то, что я прокатила, давайте вот покажу, да, вот. Ходить не могла, да, очень большая боль была сильная. Вызвала скорую помощь. Бригада медиков отвезла пострадавших в 21-ю городскую больницу. Женщину и ребенка осмотрели травматолог и лор-врач. После снимка головы Регине Сафроновой поставили диагноз сотрясение головного мозга. Я как здоровый человек получила травму, да, не удержав. Мамы могут быть с младенцами, с колясками. Я вчера выложила посты в сетях. В комментариях люди писали, со здоровыми детьми там очень сложно пройти, невозможно почти.
Ситуация в городе, так скажем, катастрофическая. Пешеходных переходов в Уфе немного, и все они спроектированы и построены еще в середине прошлого века. Исключение составляет подземный объект на остановке Бульвар Славы. В него инвалиды-колясочники могут спуститься даже без посторонней помощи. А новый электроподъемник в переходе на Юношеской библиотеке сломали вандалы. Установленные подземных пешеходных переходов пандуса, в том числе на проспекте Октября, не соответствуют требованиям действующих нормативов, так как в период строительства не было нормативной документации, которая бы регламентировала создание доступной среды для маломобильных граждан. Мы не можем привести в порядок очень много объектов и инфраструктуры, и объектов социальной направленности. Оксана Савченко, восьмикратная паралимпийская чемпионка, о проблемах инвалидов знает не понаслышке. Говорит, адаптированы под коляски только современные торговые центры. И добавляет, недостаточное внимание уделяется также слабослышащим и слабовидящим людям. В городе практически отсутствуют тактильные плитки на тротуарах и пешеходных переходах. Посмотрим на ту же Москву, Санкт-Петербург, где прогресс. То есть мы видим и автобусы, да, с электрическими средствами. У нас сегодня закупается даже для школ спортивных и для инвалидных школ те автобусы, которые уже в принципе не очень соответствуют тем стандартам, которые есть на сегодняшний день. Поэтому больше инвестиций в эту отрасль, потому что инвалидов у нас, к сожалению, меньше не становится. Их с каждым годом становится все больше. И поэтому надо уделять больше внимания. После происшествия в подземном переходе Регина Сафронова привезла сына на обследование в детскую республиканскую больницу. Из Черниковки пришлось добираться на автобусе. По словам женщины, таксист, увидев ребенка в инвалидном кресле, отказал им в перевозке. И это еще одна проблема, которая хоть как-то решалась на средства гранта главы Республики Башкортостан. Прошлым летом в Уфе заработало бесплатное социальное такси для инвалидов. Но как только выделенные деньги закончились, служба закрылась. Социальное такси, оно нужно у нас в республике и должно финансироваться, конечно же, государством, нашей республикой. Не у каждого есть свой личный транспорт, не у каждого есть возможность поехать на такси элементарно, да. Ну и отношения. Мы видим, что отношения тех крупных такси-организаций, это Ситимобил, Яндекс, иногда вызывает очень негативное отношение к ним, потому что элементарно, говорю же, есть случаи, когда таксист разворачивается и уезжает. Решение многих проблем маломобильных граждан традиционно упирается в деньги. Сейчас администрация города ищет источники финансирования для модернизации существующих подземных переходов. В них либо установят лифты шахтного типа, либо оборудуют удлиненными пандусами для сокращения угла наклона. Деньги, возможно, понадобятся и для других целей. Регина Сафронова, как и сотни жителей города с ограниченными возможностями здоровья, годами просит обеспечить им доступную среду в мегаполисе. Работа в данном направлении хоть и ведется, но крайне медленно. Поторопить чиновников пострадавшие теперь намерены не жалобами, а рублем. Компенсацию за полученные травмы при падении на этом пандусе мама Эльдара будет добиваться через суд. Азат Садриев, Азат Ишбулатов, Владимир Шевчук. Итоги недели. Уфа. Подросток, которого сбил сын депутата в Салавате, по-прежнему находится без сознания. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Он находится в коме. Напомню, 17-летний мальчик переходил дорогу, когда его сбил водитель БМВ прямо на пешеходном переходе. Управлявший авто не сильно старше пострадавшего. Ему 19 лет. В нем позже местные жители узнали сына депутата Эльдара Ханмурзина. С отцом виновника ДТП и родственниками подростка пообщалась моя коллега Лилия Курбанова. На лето он хотел устроиться в КИАФСИ, он начал проходить медкомиссию. Ну, то есть парень к чему-то шел, старался, потому что у него есть цели. Тяжело говорить. Всех врачей для получения санитарной книжки мальчик так и не успел пройти. Медики теперь борются за его жизнь. Брат Кристины Арслановой в коме. Подростка сбил автомобиль на пешеходном переходе. Очень тяжело. Мама уже просто она молчит, ее все всегда трясет. Потому что мы понимаем, что наш мальчик находится в таком состоянии в больнице, а водитель данного автомобиля находится дома со своими родителями. Они же это понимают, что почему вот так вот у нас несправедливо. ДТП произошло на улице Островского в Салавате. Подростка сбил 19-летний водитель БМВ. Пострадавшего откинуло на несколько метров. В больницу его привезли в крайне тяжелом состоянии. По информации специалистов, до сих пор мальчик не приходил в сознание. Он в коме. Сделано несколько диагностических операций. То есть это операции на головном мозге, легких, брюшной полости. То есть все они были лечебно-диагностическими для того, чтобы он мог нормально функционировать.
ДТП произошло в ночь с 9 на 10 мая. В городе праздновали День Победы. Почему вообще мальчик находился на улице через 2 часа после окончания праздничного салюта? Как настоящий джентльмен, Вильдан проводил свою любимую девушку. Но сам до родителей не дошел. Его сбили примерно здесь, на середине дороги. Записи с видеорегистратора якобы нет, а камера Уфанета, которая установлена за несколько метров до места аварии, в ту ночь почему-то не работала. Камера Уфанета находится справа на полноценном перекрестке у нас, и также имеются слева на полноценном перекрестке камеры от Уфанета. В день самой аварии я имею тоже, как и любой граждан, который имеет дома камеру Уфанета, зайти в приложение и посмотреть. Данная камера, она уже не открывалась. Это было района 4 часа ночи. Проведен следственный эксперимент. Машина изъята, назначена автотехническая экспертиза. На неделе прошел суд. Герману Ханмурзину запретили общаться со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и выходить из дома с 18:00 до 7 часов утра, а также управлять транспортными средствами. Следователи планируют обжаловать принятое решение. Следователям направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом в удовлетворении ходатайства отказано. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время следователями инициируется обжалование принятого решения. Пообщаться с водителем БМВ не удалось. Дома у Ханмурзиных никого не оказалось. По крайней мере, дверь нам никто не открыл. Возможно, вся семья уехала на такси возле ворот и во внутреннем дворе по машине. Связаться с отцом Германа Ханмурзина мы смогли позже по телефону. Ему запрещено общаться по телефону со всеми. Он ни с кем не общается. Домашний арест. С 6 вечера до 7 утра, да? Да. А днем выходит, получается? Нет, он находится здесь дома. Никуда он не уходит. Суд так решил. У него домашний арест, он никуда не ходит, а куда ходить? Двоюродная сестра, которая была на телевидении, пропадает. Она видела, что я хожу в больницу, парень здесь, когда он был. Сейчас в Уфе. Ну что, вот скажите, что я могу еще сделать? Я все готов сделать. Сейчас на поправку пострадавшего 17-летнего подростка надеются, кажется, все. Он до сих пор не пришел в сознание. Лилия Курбанова, Булат Садреев. Итоги недели. У вас ВИЧ. С начала года эту фразу в республике услышали около 500 человек. Во Всемирной организации здравоохранения уже заявили о том, что в России ожидается рост заболевших. Виной тому коронавирус. Из-за пандемии в прошлом году снизилась диагностика. Соответственно, те, кто не знает о своем статусе, может неосознанно заразить еще больше людей. Но если вовремя начать лечение, спасти можно и себя, и близких. Истории тех, у кого тест уже показал положительный результат. Только 2 года назад я узнала, что у меня ребенок ВИЧ-положительный. Мир рухнул. В этот момент было страшнее, чем когда врачи сообщили ей о ее диагнозе, признается Фаина. Она заразилась ВИЧ от мужа. О том, что ребенок тоже болен, девушка узнала после того, как сын стал часто и сильно болеть. Все указывало на низкий иммунитет. Результат теста положительный. Но я знала уже, что надо делать. Я спасала ребенка своего, спасала прям буквальным словом. Мы быстро-быстро подняли клеточки ребенку. Все хорошо сейчас, все прекрасно. Я родила в 2006 году, а о диагнозе узнала в 2010 году. Муж, получается, меня заразил во время лактации. Ребенка заразила во время кормления грудью. Вот. И еще не знала, сама не знала. Супруг Фаины умер. Болезнь мужчина считал несуществующей, с заговором фармкомпании, и отказывался от лечения, но смерть оказалась реальной. Заболевание перешло в стадию СПИД. Фаина же начала принимать антиретровирусную терапию. Благодаря ей она может вести нормальный образ жизни. Ограничение только в том, что нам приходится скрываться, к сожалению. Молчать о своем диагнозе, потому что дискриминация идет страшная. Среднестатистически проживают все абсолютно прекрасно, хорошо, если пить АРВТ-терапию. То есть мы даже безопасны для остальных людей. Действие РВТ-терапии заключается в том, что ВИЧ-положительный человек достигает нулевой вирусной нагрузки и не способен заразить партнера даже при незащищенном половом контакте. Альберт живет с диагнозом уже больше 20 лет. За это время успел построить семью. Лекарства начал принимать сразу же, как узнал о диагнозе. У меня здоровый ребенок, здоровая дочка, сыну 21 год, дочке 14 лет. Здоровые дети. Но у меня жена отрицательный показатель. Не заразил я ее, потому что у меня вирусная нагрузка не определялась, и я пил определенную РВТ-терапию. В Башкортостане диагноз ВИЧ у 23 тысяч человек. Но зараженных, говорит председатель организации «Позитивная среда» Артур Гельманов, намного больше. Но о них не знают ни окружающие, ни они сами. В течение первых 3-6 месяцев он может вообще не проявляться в организме никоим образом. А в последующее время
не давать о себе никаких внешних и вообще никаких признаков, вплоть до развития терминальной стадии СПИДа. И, соответственно, человек будет не подозревать, он может заражать окружающих, заражать своих партнеров половых. И при этом чувствовать себя абсолютно комфортно. Просто задайтесь, если хотя бы один раз в жизни у вас был незащищенный половой контакт, вы находитесь в зоне риска. Из-за пандемии выявляемость упала. Если обычно диагноз ВИЧ за год ставится почти 3000 жителям республики, то за 2020 эта цифра меньше почти на 800 человек. Это значит, что примерно такое количество ВИЧ-инфицированных по-прежнему находится в неведении о своем диагнозе. Каждому человеку нужно обязательно сдавать тест на ВИЧ. Причем, что это сейчас делается бесплатно. В любом медицинском учреждении, по вашему желанию, в спеццентре, например, либо у нас можно даже сделать это абсолютно анонимно. Без паспорта, без какого-либо документа у вас все сделают, и вы просто узнаете свой результат. ВИЧ – это крайне агрессивный вирус. Он разрушает все системы организма. Поэтому важно как можно раньше узнать диагноз и начать принимать терапию, остановив тем самым болезнь хотя бы на себе. А теперь о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Руслана Батыргареева. Освободиться самостоятельно не смогли. В Уфе двое мужчин оказались практически по пояс в земле из-за обвала грунта. ЧП произошло в момент копки наемными рабочими траншеи. Пострадавшие кричали и долго звали на помощь, но их никто и не слышал. Спустя примерно час мужчин заметили прохожие и вызвали на помощь экстренные службы. Спасатели раскопали лопатами грунт и подняли наверх рабочих. После осмотра бригады и скорой помощи пострадавшие были отпущены. Просит прощения и раскаивается. На этой неделе в Кировском районном суде с последним словом выступил Артур Газизов, тот самый автохам, который в ноябре прошлого года, будучи лишенным водительских прав, вновь сел за руль. Сотрудники ГИБДД попросили автомобилиста остановиться, но нарушитель решил скрыться. В результате погони Газизов сбил госавтоинспектора. Позже автохам был объявлен в федеральный розыск, а после поимки его обвинили в насилии в отношении представителя власти. За год до этого лихач уже не раз попадался на административных правонарушениях. Артуру Газизову грозит 5 лет лишения свободы. Приговор лихачу огласят в ближайшие дни. Перевернулся несколько раз в воздухе и ударился об асфальт. В Уфе после столкновения с такси пострадал мотоциклист. Легковой автомобиль выезжал со двора на улицу Бакалинскую, но не пропустил водителя двухколесного транспорта. Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения компании «Уфанет», мотоциклист пытался избежать столкновения, но не смог и на скорости ударился в такси. К счастью, мимо проезжала карета скорой. Медики сразу же начали оказывать первую помощь. Уфимца госпитализировали с различными травмами. Обидел врача, попал за решетку. В Госдуму внесли проект закона, которым предлагается приравнять медицинских работников к представителям власти. Это будет касаться ответственности за нападение или оскорбление врачей. Статью «Применение насилия в отношении представителя власти» дополнит составом преступления об агрессии к медработникам. Как именно будет ужесточено наказание, решит правительство России. Сейчас эта статья распространяется на полицейских, росгвардейцев и других силовиков. Дружелюбный, но с иглами. В вольерном хозяйстве Горзеленхоза появился новый питомец. Молодой южноафриканский дикобраз пополнил животный мир парка лесоводов. Колючему новоселу, которого назвали Микаэлем, выделили вольер размерами 5 на 5 метров. Пока что дикобраз будет жить один. Сотрудники вольерного хозяйства шутят, что он еще слишком молод для брака. Вес животного около 7 килограммов. Увидеть нового обитателя парка лесоводов можно абсолютно бесплатно. Последний звонок прозвенел для 18,5 тысяч 11-классников и 42 тысяч 9-классников в республике. В прошлом году в связи с эпидобстановкой прощание со школой прошло в онлайн-режиме. На этот раз праздник разрешили провести очно, но пригласили только выпускные классы и их родителей. Последним разрешили присутствовать на празднике, если он проходит на улице. Традиционно в этот день торговые точки региона отменили продажу алкогольных напитков. В связи с пандемией коронавируса Министерство образования также решило не проводить весенний бал, но тем не менее, праздничного настроения выпускников это не испортило. 11 лет у нас был один коллектив, точнее 9, потом еще пришли люди. И так грустно. Как одна большая семья уже стали, наверное? Да, реально, одна большая семья просто. То есть братья, сестры, там, классная руководительница как мама. Вот, тяжело очень.
Государство вернет до 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей. Эти средства автоматически начисляются на карту МИР в течение 5 рабочих дней по федеральной программе, которую приняло правительство России. Воспользоваться возможностью смогут более 350 тысяч российских семей. В Башкортостане же отдых в загородных лагерях планируют в этом году для 320 тысяч детей. Оздоровительная кампания стартует 13 июня, а на этой неделе начались контрольные проверки. Сейчас в реестре около полусотни заведений, которые признаны безопасными, но список еще будет пополняться, сообщили в Министерстве образования и науки. Кроме того, Минздрав выделил дополнительное число коек на экстренный случай. Все подробности у Екатерины Тимиряевой. Пожарная сигнализация, получается, аккумуляторы уже все поставлены во всех корпусах. Обновлены, да? Обновлены, да, они. Детский отдых требует жесткой организации и тщательной подготовки, потому в загородные летние лагеря прибывают проверки. В первую очередь оценивается противопожарная безопасность. Средства тушения огня, напор воды, песок. От взора инспектора не уйдет ничего. Также инструктаж проводится с каждым сотрудником. Проверяем в первую очередь систему противопожарной защиты. Это пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре и так далее. Значит, наличие и исправность огнетушителей, первичных средств пожаротушения. Кроме этого, мы проводим и профилактическую работу в виде инструктирования. В этом году у нас год здоровья активного долголетия. Я думаю, что у нас будет очень много интересных спортивных мероприятий именно для оздоровления наших детей. А культурная программа, это, конечно, мы будем связывать все наши мероприятия. Это с фольклориадой, которая будет связана, это изучение культуры наших разных народностей. Летние загородные лагеря откроются в Башкортостане с 13 июня. Тогда же начнут принимать первые смены. Детей не относят к категории риска заболеть COVID-19, но пандемия коронавируса диктует свои правила. Заполняемость будет не на 100%, а только на 75%. Это связано с санитарными нормами. Кроме того, с заезжающим подростком нужно будет получить за 3 дня до отправления в лагерь у участкового терапевта справку о состоянии здоровья. Это бесплатно. Нами дополнительно будет выделено 240 коек, которые будут обеспечивать в случае экстренных каких-то событий госпитализацию детей. Дополнительно будут выделены наряды скорой медицинской помощи в местах расположения лагеря. Ну и, конечно, мы проведем все необходимые занятия и семинары с врачами по инструкции, что, как делать, если какое-то ЧП произойдет. Это лето у нас особенно долгожданное и ожидаемое нашими родителями и детьми. В этом году мы планируем охватить 320 тысяч детей различными формами отдыха. И, разумеется, наша задача максимально безопасно провести летнюю оздоровительную кампанию. Туристический детский кэшбэк уже наделал много шума среди родителей. Есть возможность вернуть часть денег, потраченных на путевку. Федеральная программа заработает в конце мая. Для того, чтобы принять участие в этой программе и получить возврат из федерального бюджета в объеме 50% от стоимости туристической путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей, нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф с 25 мая, выбираете лагерь и проводите оплату картой МИР на сайте этого лагеря. Также действует и республиканская программа, которая позволяет возместить до 70% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь. Самый простой способ для родителей – зайти на сайт Министерства образования Башкортостана и перейти на специальный баннер, посвященный летнему оздоровительному отдыху для детей в этом году. Там есть понятная и интуитивная инструкция, которая позволяет заполнить все необходимые документы. Кроме того, рекомендуется обращаться к классным руководителям или в районный отдел образования. В Башкортостане всего более 100 загородных лагерей. Сейчас в реестре проверенных и безопасных около половины. Но каждый день список пополняется. В каждом будет своя культурно-развлекательная программа. В прошлом году из-за пандемии отдыха в традиционном формате подарить детям так и не получилось. Но в этом принятые меры позволят сделать незабываемыми летние каникулы 2021 года. Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов, Артур Ханов, Виктор Миренков, Владимир Шевчук. Итоги недели. Отметить годовщину свадьбы на велопрогулке, а также повстречать эльфа и пирата. На несколько часов в Уфе перекрыли дороги в центре города, и все для того, чтобы провести одно из самых крупных спортивно-массовых мероприятий в истории Башкортостана. Сегодня в столице республики прошел День тысячи велосипедистов. В фестивале приняли участие более 22 тысяч любителей здорового образа жизни. И это стало новым абсолютным рекордом за все время проведения мероприятия. Подробности в следующем сюжете.
Вот так на несколько часов проезжая часть города стала дорогой для велолюбителей республики. День тысячи велосипедистов – уникальное событие в жизни Уфы и региона. В этом году на старт вышли 22 300 участников фестиваля. И это новый рекорд в истории спортивного события. Давно ждали этого дня, настроились, даже в 6 утра встали, все подготовились. Первый раз с 2 детьми. У нас младшая давно катается. Меняются фасоны костюмов участников, но не меняются традиции. На старт выходят велосипедисты любых возрастов по одному или с семьями. Они готовы по несколько часов проводить под палящим солнцем в костюме ниндзя или лешего. Это и способ привлечь внимание, и возможность поведать историю родословной. Еще решила немного стереотипов собрать. Видите, панда, шляпа, насекомые. Отметить на велосипедах годовщину свадьбы? Почему бы и нет? Все равно костюмы, платья просто так висят в шкафу. Решили в таком виде. В том году не вышло, не состоялось мероприятие, поэтому решили сейчас, буквально ночью все это сообразили, в последний момент. Да. Не только свадебные юбилеи, на фестивале случаются и дни рождения. Сразу 2 представительницы нашего телеканала добрались до финиша под несмолкаемые поздравления. На мероприятии выступила и команда БСТ. На несколько часов корреспонденты, редакторы, дикторы и инженеры оставили телеэфир и отправились в 9-километровый путь от площади Ленина до площади Салавата Юлаева. Я была настроена на счастливый финиш. Я готовилась. Я целый год занимаюсь спортом. Зимой лыжи. Между там, когда тает снег, я в бассейн хожу. И когда потеплеет, уже я сажусь за велосипед. Впервые велофестиваль провели в мае 2011-го. С тех пор вот уже 10 лет мероприятие собирает вместе тысячи велосипедистов. Только однажды в 2020-м его отменили из-за угрозы распространения коронавируса. В этот раз организаторы ожидали увидеть на дистанции не только велосипедистов, но и любителей самокатов. Однако их практически не было. Зато на улицах города можно было столкнуться с пиратами. И хотя Уфа никогда не была окружена морями или океанами, в этот день такой встречи никто не удивлялся. Первый год я выступала без костюма, потом узнала, что можно в костюмах. В том году мы участвовали в костюмах тигра. Я думаю, мы были очень яркие, нас запомнили все. А в этом году, так как нас много, и костюмов тигра у нас не хватило, мы нашли 4 костюма пиратов и решили в этом году быть пиратами. Хорошими, добрыми пиратами. От привычного состязания этот фестиваль отличает сама его цель. Задача провести время с пользой для здоровья и привлечь внимание к велоспорту. И, конечно же, приехать к финишу не первым и тем более не в гордом одиночестве, а наоборот, вместе со всеми большой и шумной компанией таких же велолюбителей. Юлия Паршина, Азат Петров. Итоги недели. Сегодня в Уфе прошел большой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры «Славяне 21 века». Набережная башкирской столицы превратилась в одно большое пространство, где звучали народные песни на разных языках. А мастера знакомили желающих со старинными ремеслами, давали мастер-классы. Каждый мог найти увлечение по душе. Подробнее расскажет Эмиль Басареев. Кузнечный молот Светлана Лебедева взяла впервые. Под чутким руководством мастера она решила выковать подкову – символ счастья. Поначалу девушка с опаской брала клещами раскаленное железо, но вскоре освоилась и стучала по наковальне не хуже опытного подмастерья. Для семьи, чтобы было в семье все хорошо, и с детьми все хорошо, как мне вот сказали. Вот, так что я ее заслужила. Ну, так как я художник и дизайнер, и, в принципе, для меня эти вещи интересны, всякие детали, они могут и в экстерьере, и в интерьере использоваться, Овладеть несколькими десятками ремесел сегодня мог каждый уфимец и гость столицы. Фестиваль «Славяне 21 века» собрал умельцев со всей республики. Работы поражали воображение. Тонкие линии и узоры деревянных изделий вызывали у всех вопрос: сколько времени нужно, чтобы создать такую красоту? А вот кружево в старину плели при помощи палочек с нитками, как люшек. И тут нужна не только аккуратность, но и усидчивость. Еще Петр I привез кораблестроильщиков из Голландии. А они приехали с семьями, с женами, и их жены плели кружева на берегу. И наши женщины, им это понравилась техника плетения, позаимствовали у них и стали в этом плане развиваться. А вот декоративные изделия из соломы славяне начали создавать предположительно в то время, когда стали использовать сухие стебли злаковых культур для обустройства крыши. В 20 веке соломенное искусство начало переживать новое возрождение. Солома подходит не любая, да. Если взять вот в такой год родится солома, наверное, в этом году ее не будет.
потому что она будет низенькая, очень жесткая. Вот все говорят, о, там толстая хорошо. Нет, тонкая солома хорошая, потому что из нее получаются изящные изделия. А это плетеная из соломы статуя славянской богини весны Лады. По поверьям, если позвонить в каждый из кованых элементов, которые она держит в руках, то тогда можно загадать желание, и оно непременно сбудется. В каждом из славянских подворий хлебосольные хозяева зазывали гостей отведать национальных блюд. Русские, украинские, белорусские дворики слышно было издалека. Здесь без конца звучали народные песни. А вот на главной сцене можно было увидеть танцы и услышать песни многих славянских народов. Коллективы приехали со всех городов и районов республики. Такой масштабный фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры проходит впервые. И у него все шансы стать традиционным. Как вот у немцев Октоберфест, как у французов Божале. Вот у нас будет такой свой славянский фестиваль. А затем уже пойдут Сабантуи, затем уже пойдут другие наши праздники, потому что мы уникальная республика, и сложившийся такой мультикультурный у нас консенсус, он как раз является нашей силой и позволяет нам двигаться вперед. В День славянской письменности и культуры почитают византийских просветителей Кирилла и Мефодия. Они создали первую старославянскую азбуку. Именем первого даже назван алфавит – кириллица. К слову, на нем построены не только многие современные славянские языки, но и ряд других. В Европе проживает более 300 миллионов славян. То есть мы славяне самое большое языковое объединение. Белорусы, украинцы, поляки, болгары – все славяне. Поэтому мы все славяне должны как бы объединяться. И вот те ценности, которые наши предки нарабатывали, мы должны их приумножать и развивать. Сейчас на центральной сцене еще идут выступления республиканских и российских фолк-коллективов. Среди них группа Кати Ямщиковой, Узорица, Марат Татура с коллективом «Счастливые люди» и гости из Санкт-Петербурга «Оттава Йо». Фестиваль завершится праздничным фейерверком в 23:00. Эмиль Басареев, Вадим Исламов. Итоги недели. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго.